Доброе утро, уважаемые телезрители! В эфире национальной вещательной компании «Саха» передача «Новый день». В последующие 60 минут вы узнаете много интересной и полезной информации. В студии работает Власий Сергеев. Ну и по традиции, в начале выпуска давайте обратимся к прогнозу погоды. Итак, сегодня, 17 ноября, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 6 часов утра в центральных Улусах минус 18, минус 20 градусов. Днем ожидается температура воздуха минус 16, минус 19 градусов. Заречье утром минус 18, минус 24 градуса, днем минус 17, минус 21. Южные Улусы минус 17, минус 28 утром и днем минус 16, минус 20 градусов. Вилюйские Улусы утром минус 22, минус 24, ну а днем минус 19, минус 23. Нижнеленские Улусы утром минус 23, днем ожидается минус 22, минус 25. Западные Улусы минус 18, минус 23 утром, днем минус 15, минус 23. Колымо-Индигирские Улусы минус 17, минус 28 утром и минус 18, минус 28 днем. Янские Улусы утром минус 20, минус 29, днем минус 22, минус 29. Северо-западные Улусы утром минус 11, минус 23 и днем минус 9, минус 21. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 19 градусов, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Днем ожидается минус 17, минус 19 градусов. Друзья, сейчас я хочу передать слово моим коллегам из информационного отдела, которые расскажут вам о главных событиях в республике и стране на сегодняшний день. Мы надеемся, что сегодняшний день запомнится вам только положительными событиями, так что эфир продолжает новостной блок и мои коллеги. Новый день встречаем с новостями к этому часу. В студии Василий Раченко. Здравствуйте. До конца года 15 медиков из Якутии пройдут обучение в ведущих клиниках Москвы. 5 из них уже вылетели в столицу. Об этом сообщила зампред якутского правительства Ольга Балабкина. По соглашению с Департаментом здравоохранения столицы России до конца года 15 медиков со всей республики пройдут повышение квалификации в ведущих клиниках города Москвы. Также Балабкина отметила, что обучение стартовало накануне, в понедельник. Ученые назвали способные подавлять коронавирус продукты. Сок граната и зеленый чай влияют на активность COVID-19 и вируса гриппа. Об этом говорится в исследовании немецких экспертов. Согласно исследованию, эти два продукта снизили титры коронавируса примерно на 80% после инкубации в течение минуты. Однако выяснилось, что сок черной рябины эффективнее подавляет активность COVID-19, а гранатовый сок и зеленый чай действуют на него слабее. В свою очередь, вирус гриппа А показал высокую чувствительность ко всем указанным продуктам. Водители автобусов обяжут использовать средства против сна за рулем. Разработка нового стандарта контроля находится на завершающей фазе. Ею занимается Минтранс страны. Запуск запланирован на 2021 год. Прототипы новых приборов проходят тестирование в Великом Новгороде и Туле. Одним из таких устройств является специальный браслет на руку, который работает с применением методов электромиографии. Другим элементом системы контроля станет наивазивный нейроинтерфейс, который считывает активность головного мозга человека. Третьим станет софт с искусственным интеллектом на базе камеры, который будет контролировать состояние водителя. Рособорнадзор разрабатывает бесплатный навигатор для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Руководитель ведомства Анзор Музаев добавил, что формат проведения экзаменов будет зависеть от эпидситуации в стране. Бесплатный навигатор разрабатывают для учеников 9 и 11 классов с полезной информацией для подготовки к основному и единому государственным экзаменам. Многие выпускники 2021 года – это ребята, которые и в прошлом учебном году, и в этом часть программы прошли в дистанционном формате. Цель программы – максимально им помочь, сконцентрировать в одном ресурсе всю полезную информацию. Это видеоконсультации, демо-версии и другие материалы по подготовке.
Международный день недоношенных детей ежегодно отмечается 17 ноября по всему миру. Цель мероприятия – повысить осведомленность о преждевременных родах и привлечь внимание к проблемам недоношенных детей и их семей. Ежегодно в России на свет появляется около 100 тысяч недоношенных детей. Они чаще всего страдают от различных видов физической и неврологической инвалидности или испытывают проблемы с обучением. Врачи уверены, если ребенок родился, он должен жить, а их задача – помочь ему в этом. Наша цель – это не просто чтобы ребенок выжил, чтобы недоношенный ребенок, а чтобы у него было качество жизни потом, то есть он чтобы не отличался от больших детей рожденных, то есть от своих сверстников, то есть чтобы он также мог ходить, видеть, слышать. Основная это наша цель – это качество недоношенного ребенка, качественная жизнь недоношенного ребенка в дальнейшем. Международный день студентов отметят сегодня. Праздник был установлен на Всемирном конгрессе, боровшихся против фашизма в Праге в 1946 году, и с этого времени отмечается ежегодно. Сегодня День студентов отмечают во многих странах мира, и практически ни один вуз не остается в стороне от шумного и долгожданного праздника. А проведению дня предшествует Международная студенческая неделя борьбы за мир и дружбу с 10 по 17 ноября. Напомним, что российские студенты отмечают студенческий день 25 января. На этом пока все. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Таковы главные новости к этому часу. Благодарим наших коллег. Ну а мы продолжаем наш эфир. Сейчас вашему вниманию мы предлагаем нашу традиционную рубрику под названием «Гороскоп». О чем нам говорят звезды сегодня, узнаем в следующем материале. Сегодня овны могут обидеть своих близких, сказать или сделать то, что огорчит их. Откажитесь от двусмысленных шуток и резких критических замечаний. Чем больше уважения вы проявите к окружающим, тем лучше будут складываться отношения. Также вам предоставится шанс восстановить старые связи. Тельцы. Запаситесь терпением, потому что сегодня быстро достичь успеха вряд ли удастся. Трудности могут возникнуть там, где вы их меньше всего ожидаете. Будьте готовы к импровизации, чтобы добиться успеха. Постарайтесь сохранить спокойствие и быть внимательным в принятии решений. У близнецов благоприятный день для встреч. Сегодня ваше обаяние вряд ли кого-то оставит равнодушным. Возможно, удачное совпадение, благоприятное стечение обстоятельств, которые вы сможете использовать в своих интересах. День идеально подходит для заключения сделок. Сегодня у раков будет напряженный, полный хлопот и задач день. Будьте готовы к тому, что окружающие будут не понимать вас. Если вы сохраните дружелюбие и сможете избежать конфликтов, то найдете новых союзников и бескорыстных помощников. Львам сегодня может не хватать уверенности в себе. Возможно, появление сомнения в искренности чувств близких людей. Не исключены стрессовые ситуации, в которых придется быстро принимать важные решения. Сохраняйте спокойствие и старайтесь держаться подальше от тех, кто критикует вас. Девы, будьте готовы иметь дело с раздражительными, нетерпеливыми людьми, замечания которых могут вывести вас из равновесия. Восстановить силы поможет смена обстановки. Для этого не обязательно отправляться в большое путешествие. Достаточно побывать в каких-то новых местах или просто пройтись по незнакомому маршруту. Весы сегодня способны на все, в том числе и на то, что совсем недавно казалось невозможным. День отличается высокой деловой активностью, и вы многое успеете, даже если не будете прикладывать для этого серьезных усилий. Некоторые весы примут сегодня важное решение, касающееся будущего, и не пожалеют об этом. Скорпионам сегодня придется менять планы и отказаться от задуманного. Велика вероятность конфликтных ситуаций. Постарайтесь сдерживать свои порывы, но все перечисленное не помешает вам хорошо справиться со своими делами. Не бойтесь действовать в одиночку. Стрельцов ждет хоть и напряженный, но удачный день. Старайтесь действовать решительно. Не бойтесь идти навстречу неприятностям и говорить то, что думаете. Вероятно, интересные предложения. Козерогов ждет приятный день, который подарит много позитивных эмоций. Не нужно никуда спешить, ничего решать, никого побеждать. Можно просто наслаждаться плавным течением времени, общением с близкими, любимым интересным делом.
Водолеи. День может разочаровать тех, кто ожидал слишком многого. Планы придется менять. Вы не получите поддержки, на которую рассчитывали. Или столкнетесь с проблемами в делах, с которыми в другое время могли бы справиться легко. Будьте готовы проявить настойчивость и твердость. У рыб сегодня сложный день, требующий хорошо продуманных поступков и взвешенных решений. Именно от того, что происходит сегодня, будет зависеть развитие важных для вас дел. Поэтому не стоит поддаваться минутным порывам. Друзья, мы продолжаем наш эфир. С вами передача «Новый день». Мы напоминаем, что работаем в прямом эфире. Так, ну и перед тем, как перейти к основным темам сегодняшнего выпуска, мы предлагаем вашему вниманию подборку интересных и, может быть, даже забавных новостей. Итак, давайте начнем. Начнем мы со здоровья. Информация для наших сладкоежек. Врачи объяснили причину, по которой человек испытывает тягу к сладкому. Выяснилось, что постоянное навязчивое желание съесть какое-нибудь лакомство может быть вызвано нехваткой элементов, которые можно пополнить за счет других продуктов. Прежде всего, это может быть нехватка хрома, магния, а также витаминов группы В. По словам специалистов, хром можно получить в виде добавок, также он содержится в мясе и в морепродуктах. Что касается магния, его можно найти в гречке и в зеленых овощах и семечках. Ну а витамины группы В можно восполнить, съев цельнозерновой хлеб и крупы. Также тяга к сладкому может быть вызвана стрессом, нехваткой энергии, какой-то спонтанной ситуацией, включая развод и болезнь близких, или же когда человек не может получить гормоны удовольствия. Например, если он перестал заниматься спортом, ушел на пенсию или не может заниматься своим хобби. Ну, раз заговорили мы о спорте, сейчас напоследок мы поговорим о мини-футболе. 4 результативных удара студента Северо-Восточного федерального университета Янника Самплея помог Липецкому ЛКС одержать победу над Нижегородским Норманом в матче 8-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд высшей лиги. Встреча завершилась со счетом 8-2. Помимо Самплея в составе победителей взятие ворот провели Александр Воинов, на его счету дубль, а также Алексей Белоусов и Павел Назаров. У проигравших отличились Роман Глынин и Дмитрий Навальнев. Теперь в активе Янника Самплея, который, кстати, ранее выступал за Якутскую Зарю, 9 голов в текущем сезоне. Его нынешняя команда Липецкий ЛКС занимает второе место в таблице Западной конференции, набрав 21 очко. Улучшить свои бомбардирские показатели иварийский футболист постарается в следующем матче, в рамках которого его команда на своей площадке примет дубль «Газпром» Югры из Егорска. Ну и хотелось бы отметить, что в «Заре» помимо Янника также играют еще 2 футболиста, которые в прошлом сезоне выступали за Якутскую Зарю. Это вратарь Никита Евтушенко и универсал Никита Рычков. Ну а сейчас, дорогие друзья, мы прервемся на короткую рекламную паузу, после которой вернемся и продолжим наш эфир. Оставайтесь с нами. Далбар хотун. Сахачактарын маанылах, ымылах, өрө тудар күндүада. Далбар хотун эдерген кылсоғоттон, эрге сүттер кемче кейиттен, оғутун түйігер көтөх бүтиеттен, сенин сыллы ребеттен, үйнен сайдан тақсар. Суруттар далбар хотун суруналы. Инструменттерге сүйрбі бірхеңе дері чәпчәти. Макеті перфоратор сәтті тұхынча 990 сылқуай. Оны да атын тұхынчатан тақса инструмент араға 220 вольт мағынға. Жукускай корат строительный рынок үйсі тәс. А что здесь происходит? Министр экономики сейчас даст комментарий по... Цену на нефть? А вы откуда знаете? Не я, а российская газета. Российская газета. Расскажем главное. Фабрика Дивайн. Новое поступление в мебель-дом и диваны плюс кресло. Диваны плюс кресло на Пекарского предлагает мягкую мебель от эконом до премиум-класса от российских фабрик. Да, көтөппүт. Бүгүн бияғы ылжытты каналары білсе, ха? Арын солын кім дені? Гриша, да. Алексей. Тугынан жараттан аны, Гриша? Я официант Kiwi Catering. Красиво накрываю на стол. Подаю вкусные блюда. Кысын так обсетер дем. Тугумит бизнесмен и ногу жону көрер дем. Па дем. Па. Красавчик.
С вами вновь передача «Новый день». В студии работает Власий Сергеев. Мы продолжаем наш эфир. Пребывание в самоизоляции и работа на удаленке теоретически предполагает массу свободного времени. Если ваша практика совпадает с теорией, то наша сегодняшняя рубрика «Посмотри сериал» поможет вам, как же зрелищно и интересно потратить это самое свободное время. Предлагаем вашему вниманию наш субъективный шорт-лист сериалов. Признаюсь, я люблю детективный жанр, посему сегодня расскажу вам о своих любимцах. Киноленты не новые, но которые можно смотреть неоднократно. Итак, если вы еще не знакомы с сериалом «Вечность», немедленно это исправьте. Детективный жанр тут слегка смешивается с мистикой, ведь судмедэксперт, помогающий раскрывать дела, бессмертный. И скрывает он свою тайну уже более 200 лет. Эйб единственный, кто знает мою тайну. Выглядишь ты паршиво даже для того, кто умер и провел ночь в тюрьме. Спасибо, Эйб. А преступления вполне себе современные. В главной роли очаровашка Иэн Гриффит. Он, вне всякого сомнения, самый странный и жуткий тип, которого я встречала. Полностью согласен. В «Вечности» только один сезон, судьба второго пока неизвестна. Раскрывать преступления вместе с героями можно и в «Вавилон Берлине». Именно так называется немецкий сериал, режиссером которого выступил сам Том Тыквер. Правда, перенестись вам придется в 20-е годы прошлого века, еще до начала Второй мировой войны, когда Германия переживала не очень приятные времена. Любители истории наверняка сразу вспомнят Веймарскую республику и будут правы. Хотите, чтобы я сдал ваших соотечественников? Да. Без русских тут, конечно, не обошлось. И что безумно радует, что их играют тут настоящие русскоговорящие актеры с нормальными, вполне реальными именами и фамилиями, а не как в Борне Фома Киняев. Сериал считается самым дорогим в Европе, и на производство каждой серии ушло по 2,5 миллиона евро, а сезонов всего 4. Ты давно видел Сагу? Она не всегда хочет меня видеть. Ее правда забили камнями? «Мост». Это название шведско-датского сериала в 4 сезонах. Признаюсь, чтобы смотреть скандинавские киноленты, необходимо иметь терпение. Вернитесь! Там не будет привычной нам американской движухи. События разворачиваются не спеша, неторопливо. Сами краски в ленте монохромные, то есть нет сочности и радости. Словом, норды. Но, думаю, якутяне вполне могут понять и принять скандинавский киношедевр, ведь по ментальности они нам близки. Итак, события разворачиваются, как понятно по названию, на мосту между Швецией и Данией. И за дело берутся 2 следователя из вышеназванных стран. У главной героини абсолютно нет коммуникативных навыков, но при этом она прекрасно распутывает дела. Как, спросите вы? Посмотрите сериал. На мосту погас свет. Друзья, я думаю, после просмотра этого материала у вас уже не будет возникать проблем с выбором сериала. Приятного вам просмотра. Ну а мы идем далее. Талантливый человек талантлив во всем. Педагог дополнительного образования, многодетная мама Диана Вячеславовна Крылова живет в Сунтарском Улусе. Она вместе со своей дочкой Юлианой своими руками мастерит украшения для дома и гирлянды. Подробнее в следующем материале. Всем привет! Меня зовут Юлиана, я ученица 7 А класса Сунтарского политехнического лицея. Мою маму зовут Диана Вячеславовна, и сегодня мы будем делать украшения для дома. Гирлянду, в данном случае гирлянду, вот такую красоту двухстороннюю.
Так, ну начинаем, да? Уже начали мы. Для этого нам понадобится вот такие заранее подготовленные из ДВП фигурки, да, треугольные. Еще жутовая веревка, чтобы соединить наши флажки. Вот такие деревянные бусинки для декора. Они продаются у нас в Центаре рукодельницы, да? Или можно приобрести в любом магазине, где продаются вещи для рукоделия. Так, конечно же, глянцевая краска акриловая у нас. Вон. В данном случае у нас Деколар. Для нанесения росписи я рекомендую кисточки синтетические, потому что эти кисточки, они очень послушные и роспись аккуратно ложится. Ну вот, например, вот Юлиана уже начала. Сначала мы наносим карандашом наш рисунок, потом уже с помощью кисточки и акриловой краски наносим наш узор. В данном случае наша краска глянцевая, поэтому он переливается в цвете лампы. Так, мы будем украшать ее с двух сторон и будем соединять вот этой веревкой. Ну, как вот этот флажок соединяем и между ними добавляем бусинки. Вот этот флажок мы еще добавили вон такое письмо. Мы приклеили клеем пистолетом. С этой стороны тоже так хорошо смотрится. И вот с этой стороны тоже. Эта сторона у нас серого оттенка, а вот эта сторона у нас уже коричневого. Ну вот, ждем, когда наша работа будет готова. Посмотрим. Мы работаем над гирляндой, и вот что у нас получилось. Та-дам! Она у нас двухсторонняя. Тоже можно менять по настроению. Пока-пока! Благодарим Юлиану и Диану Крылову. Я думаю, что вы взяли на заметку, да, их советы. Действительно очень интересное занятие и полезное. Но мы идем далее, мы продолжаем наш эфир. Сегодня во всем мире отмечается День недоношенных детей. Эта дата призвана привлечь внимание к проблемам недоношенных детей и их семей, а также повысить осведомленность о преждевременных родах. Об этой дате и работе специалистов, которые помогают родителям при преждевременных родах, мы поговорим с врачом-неонатологом Анастасией Кривошапкиной. Анастасия, доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, я думаю, что в начале нашей беседы сразу стоит отметить, что преждевременные роды – это, конечно же, ни в коем случае не приговор, и что огромное количество недоношенных детей вырастают не только здоровыми и полноценными людьми, да, но и настоящими профессионалями своего дела в любой сфере. И это, конечно же, в том числе и ваша заслуга. И, собственно, расскажите нам вот про работу отделения патологии новорожденных и недоношенных детей. Наше отделение открылась в марте 2018 года с открытием перинатального центра. Рассчитана она на 40 мест, где созданы условия для комфортного пребывания матери и новорожденного ребенка. В нашем отделении заведует Сосина Наталья Титовна, отличник здравоохранения Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. В штате у нас 9 врачей, 25 медсестер, 13 младших медсестер. У нас очень молодой и дружный коллектив. Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей является вторым этапом выхаживания. И туда поступают дети с отделения новорожденных для лечения и обследования, и с отделения реанимации новорожденных, для того, чтобы пройти дальнейшее лечение. Ну, вот, говорим именно о лечении, да, вот, помощи после преждевременных родов. Вот какие моменты являются самыми важными, вот, как мы можем догадаться? Это мы говорим об условиях, о питании, вот, о медикаментах.
Ну, я считаю, что самым главным и важным фактом является это профессионализм специалистов. От навыков и умений, знаний, конечно, зависит очень многое. И здоровье, и, конечно же, жизнь новорожденного ребенка. Вторым фактом является это обеспеченность отделения аппаратурой, медицинскими препаратами, бесперебойное поступление их. Да? Ну и третьим, я считаю, наиважным фактором это является отношение родителей, мамы к лечебному процессу, их ответ, и это, конечно, способствует успешному лечебному делу нашему. Ну вот если говорить о цифрах, сколько в республике у нас рождаются дети раньше срока? Ну, во всем мире считается, что каждый 10-й ребенок рождается недоношенным. Это по всему миру? По всему миру. Цифры эти неуклонно растут и остаются абсолютно достаточно высокими. У нас в республике по статистике за 2019 год родилось более 1000 недоношенных детей. Более 1000? Более 1000. Ну, я думаю, что любой человек, проживающий на территории республики, который умеет пользоваться компьютером, интернетом, он может наткнуться на различные мифы, связанные именно с преждевременными родами. Например, есть такое поверье, что лучше родиться на 7-м месяце, чем на 8-м. Вы, как специалист, имеете сейчас прекрасную возможность, чтобы разбить эти мифы. Я считаю, что ребенок должен родиться доношенным ребенком. Да? И эти стереотипы о том, что 7-й или 8-й месяц, чем доношенный ребенок, чем ближе к сроку, нормальному сроку беременности, тем, конечно, здоровье у них гораздо лучше. Но если выбирать между 7-м и 8-м месяцем, то я считаю, что ближе к 8-м, наверное, дети более адаптированы к внешним условиям, нежели ребенок, который родился на 7-м месяце, это примерно 32-33 неделя, эти дети часто попадают в реанимацию, к сожалению. Ну также бытует мнение, что ребенок, который родился раньше срока, он будет больным ребенком, будет очень много болеть. Что скажете по поводу этого? Я считаю, конечно, что есть проблемы со здоровьем у недоношенных детей. Это связано, конечно, с очень многими факторами. Но я считаю, что при успешном выхаживании, лечении такие дети вполне нормально развиваются, соответствуют своему возрасту, не отстают от своих сверстников. И, конечно же, такие дети, родители этих детей, они, конечно же, условия такие охранительные, они переносят это все домой. И, соответственно, конечно, они очень, очень сильно оберегают таких детей. Но если у него нет никаких проблем со здоровьем, тяжелых патологий, то эти дети вполне нормально развиваются и не входят в группу часто болеющих детей. В начале нашей беседы вы сказали что лучше родить в сроки, все-таки постараться. Но на что же стоит обратить внимание родителям, чтобы избежать преждевременных родов? Ну, самое главное – это следить за своим здоровьем. Это соблюдать все правила здорового образа жизни, чтобы не было никаких вредных привычек, чтобы правильно питались, соблюдали режим дня, чтобы вовремя обследовались или проходили какое-то лечение до беременности, планировали беременность. Ну и, конечно же, вовремя обращались за медицинской помощью к специалистам, если потребуется. Ну что ж, благодарим вас за то, что вы приняли участие в нашем утреннем эфире, и надеемся, что информация, которая прозвучала из ваших уст, дойдет до многих родителей, которые как раз-таки будут планировать, и заботиться о своем здоровье. Ну что ж, поздравляем вас с этим праздником. Ну а мы, друзья, продолжаем наш эфир. Мы идем далее. Сложившаяся ситуация с распространением коронавирусной инфекции изменила ход многих привычных вещей. В следующем сюжете мы расскажем вам, как собрать справки, не бегая по различным инстанциям. Смотрим и запоминаем. Пенсионным фондом ведется мониторинг выдачи справок на бумажном носителе. Почему мы говорим на бумажном носителе? Потому что 210-й федеральный закон дал нам порядок
по которому мы не должны требовать от заявителя на бумажном носителе данные, которые находятся не у него, а в государственном учреждении. Справка о размере пенсии – это не личный документ, это не документ личного хранения, который должен приносить этот пенсионер. Когда для получения любой другой услуги, будь то по линии соцзащиты или там агентство субсидий, или банки, они не должны у вас требовать справки на бумажном носителе. Они должны подключиться к СМЭВу, это система межведомственного электронного взаимодействия пенсионного фонда, и получить данные электронно. На сегодняшний день очень хороший процент показывает органа социальной защиты населения, который, например, за 2018 год, если к нам люди пришли за этой бумажной справкой 11 080 человек, то за этот год всего 4000. Справку можно вытащить из своего личного кабинета. У нас с 2016 года, если пенсионер работающий, то им выплачивается пенсия без индексации. И они хотят, например, увидеть размер пенсии с индексацией, который они на сегодняшний момент не получают, да? А посмотреть, сколько у них стало пенсии с индексацией. Логин, пароль от госуслуг, он везде универсальный. Во вкладке пенсии находит с правой стороны там справки, выдать справку. Справку можно получить на дату, то есть на дату сформирования. Можно также вытащить справку за период какой-то, но справка выдаст только год. Если сегодня, например, ноябрь, она нам даст с ноября 2019 года по ноябрь 2020 года. Нужно вытащить справку в январе месяце. С января по декабрь 2020 года. Если они в феврале, этой возможности у них уже не будет. В феврале она нам даст только с февраля по февраль. Еще там есть справка, которая подтверждает статус предпенсионера. Эту справку можно вытащить тоже с личного кабинета. Друзья, надеюсь, эти советы вам помогут и значительно облегчат жизнь, а также, конечно же, сэкономят ваше драгоценное время. Ну а сейчас, дорогие друзья, мы прервемся на короткую рекламную паузу. Впереди вас ждет еще много интересной и полезной информации, так что оставайтесь с нами. Фабрика Дивайн. Новое поступление в мебель-дом и диваны плюс кресло. Диваны плюс кресло на Пекарского предлагает мягкую мебель от эконом до премиум-класса от российских фабрик. Да, көтөппүт. Бүгүн бияғы ылжытты каналары білсе, арын солын кім дені? Гриша. Алексей. Тугынан жараттан аны, Гриша? Я официант Kiwi Catering. Красиво накрываю на стол. Подаю вкусные блюда. Кысың так обсетер дем. Тугумит бизнесмен ин оғыз жоны көрер дем. Па дем. Па. Красавчик. Попробуй продукты на дом с бесплатной доставкой на sbermarket.ru. Более 70 любимых товаров по суперцене. Теперь в Якутске. Сбермаркет. Цены ниже. Доставка бесплатна. Якутская тушенка Самартай за 140 рублей только в Якут-Оптторг и в магазине Сакакар. Инструменттерге сүйрбі біргіңі дере чәпчәті. Макета перфоратор 7-990 сылқуай. Онада атын тыгынчатан тақса инструмент араға 220 вольт мағынға. Жукускай корат строительный рынок үйсетәс. А что здесь происходит? Министр экономики сейчас даст комментарий по... Цену на нефть? А вы откуда знаете? Не я, а российская газета. Российская газета. Расскажем главное.
С вами вновь передача «Новый день». Мы работаем в прямом эфире. Сейчас я хочу передать слово моим коллегам из информационного отдела, которые расскажут вам о главных новостях республики и страны на сегодняшний день. Эфир продолжает новостной блок. Новый день встречаем с новостями к этому часу. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. До конца года 15 медиков из Якутии пройдут обучение в ведущих клиниках Москвы. 5 из них уже вылетели в столицу. Об этом сообщила зампред якутского правительства Ольга Балабкина. По соглашению с Департаментом здравоохранения столицы России до конца года 15 медиков со всей республики пройдут повышение квалификации в ведущих клиниках города Москвы. Также Балабкина отметила, что обучение стартовало накануне, в понедельник. Ученые назвали способные подавлять коронавирус продукты. Сок граната и зеленый чай влияют на активность COVID-19 и вируса гриппа. Об этом говорится в исследовании немецких экспертов. Согласно исследованию, эти два продукта снизили титры коронавируса примерно на 80% после инкубации в течение минуты. Однако выяснилось, что сок черной рябины эффективнее подавляет активность COVID-19, а гранатовый сок и зеленый чай действуют на него слабее. В свою очередь, вирус гриппа А показал высокую чувствительность ко всем указанным продуктам. Водители автобусов обяжут использовать средства против сна за рулем. Разработка нового стандарта контроля находится на завершающей фазе. Ею занимается Минтранс страны. Запуск запланирован на 2021 год. Прототипы новых приборов проходят тестирование в Великом Новгороде и Туле. Одним из таких устройств является специальный браслет на руку, который работает с применением методов электромиографии. Другим элементом системы контроля станет наивазивный нейроинтерфейс, который считывает активность головного мозга человека. Третьим станет софт с искусственным интеллектом на базе камеры, который будет контролировать состояние водителя. Рособорнадзор разрабатывает бесплатный навигатор для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Руководитель ведомства Анзор Музаев добавил, что формат проведения экзаменов будет зависеть от эпидситуации в стране. Бесплатный навигатор разрабатывают для учеников 9 и 11 классов с полезной информацией для подготовки к основному и единому государственным экзаменам. Многие выпускники 2021 года – это ребята, которые и в прошлом учебном году, и в этом часть программы прошли в дистанционном формате. Цель программы – максимально им помочь, сконцентрировать в одном ресурсе всю полезную информацию. Это видеоконсультации, демо-версии и другие материалы по подготовке. Международный день недоношенных детей ежегодно отмечается 17 ноября по всему миру. Цель мероприятия – повысить осведомленность о преждевременных родах и привлечь внимание к проблемам недоношенных детей и их семей. Ежегодно в России на свет появляется около 100 тысяч недоношенных детей. Они чаще всего страдают от различных видов физической и неврологической инвалидности или испытывают проблемы с обучением. Врачи уверены, если ребенок родился, он должен жить, а их задача – помочь ему в этом. Наша цель – это не просто чтобы ребенок выжил, чтобы у него недоношенный ребенок, а чтобы у него было качество жизни потом, то есть он чтобы не отличался от больших детей рожденных, от своих сверстников, то есть чтобы он также мог ходить, видеть, слышать. Основная это наша цель – это качество недоношенного ребенка, качественная жизнь недоношенного ребенка в дальнейшем. Международный день студентов отметят сегодня. Праздник был установлен на Всемирном конгрессе, боровшихся против фашизма в Праге в 1946 году, и с этого времени отмечается ежегодно. Сегодня День студентов отмечают во многих странах мира, и практически ни один вуз не остается в стороне от шумного и долгожданного праздника. А проведению дня предшествует Международная студенческая неделя борьбы за мир и дружбу с 10 по 17 ноября. Напомним, что российские студенты отмечают студенческий день 25 января. На этом пока все. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Таковы главные новости к этому часу. Благодарим наших коллег и призываем вас, друзья, запасаться зеленым чаем и соком граната. Заботьтесь о своем здоровье и здоровье окружающих.
Ну что ж, друзья, мы идем далее. Сегодня на базе юридического факультета Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова стартует международная конференция под названием «Право в контексте устойчивого развития Арктики. Вызовы времени и новые возможности». Подробнее о работе данной конференции мы поговорим с деканом юридического факультета СВФУ имени Максима Кировича Амосова Румом Румовичем Ушницким. Он сейчас с нами на связи. Итак, Рум Румович, доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, если говорить об этой конференции, каковы ее главные цели и задачи? Главные цели и задачи нашей конференции – это, во-первых, конечно же, отдать дань памяти нашему отцу-основателю, доктору юридических наук, профессору Михаилу Михайловичу Федорову и обсудить на нашей конференции все проблемы, которые возникают при регулировании отношений в Арктике, при реализации принятых норм, узнать, какие есть предложения по развитию правовых норм, правовой практики, которые сейчас существуют на арктической территории. Угу. Ну, мы знаем то, что очень много событий, да, произойдет в рамках этого мероприятия. Вот 16 мероприятий запланировано, будут работать 5 площадок. Вот, расскажите, что же именно будет входить в программу? Так, ну мы действительно запланировали 16 мероприятий. Это основные из них 5 секций, плюс пленарное заседание. Ну и кроме этого будет проведено 3 мастер-класса, 3 круглых стола и 2 научно-практических семинара. Все эти мероприятия посвящены именно вопросам арктического права. В частности, когда мы будем говорить непосредственно слушать доклады, которые подготовили наши участники, а их достаточное количество, 80 с лишним докладов у нас должно прозвучать, и плюс из них зарубежные доклады будут участников. В частности, секции – это экономико-правовые механизмы устойчивого развития Арктики, государственно-правовые основы охраны прав коренных малочисленных народов Севера, особенности и проблемы гражданско-правового регулирования отношений в Арктике, Арктика в контексте истории и теории государства и права, ну и самые важные концептуальные доклады мы ждем на пленарном заседании. Рум Румович, как я понял, в конце вот вы перечислили доклады, с которыми выступят именно иностранные специалисты, да? Да. Угу. Хотелось бы отметить, что действительно вот более 80 докладов, да, действительно цифры впечатляющие, впереди очень много работы, и в том числе вот 8 специалистов из зарубежных стран выступят на этой конференции. Рум Румович, хотелось бы еще вот у вас поинтересоваться, вот какие же сейчас существуют проблемы в урегулировании земельных и корпоративных отношений вот в арктической зоне, вот по вашему мнению? Ну вот как раз этими вопросами занимаюсь я предметно. Это сфера моих научных интересов, это вопросы гражданского права. Проблема заключается в том, что гражданское право, оно не имеет границ на самом-то деле, но и для Российской Федерации все гражданское законодательство едино. Однако вот мои исследования показывают о том, что арктические территории создают особые условия в регулировании, и что должно быть отражено в правовом регулировании. В частности, когда речь идет и о земельных отношениях, и о корпоративных отношениях, и об отношениях собственности. Особенно, когда речь идет об общей собственности.
Ну, Румович, большое спасибо, что приняли участие в нашем диалоге. Очень надеемся, что конференция пройдет плодотворно и, конечно, будут предложены очень интересные пути решения озвученных проблем. Друзья, мы идем далее. 16 ноября 1941 года свой подвиг совершили панфиловцы, воины 316-й стрелковой дивизии, которой командовал генерал-майор Иван Панфилов. Дивизия ценой огромных жертв выиграла время для подхода помощи для защиты Москвы. В следующем материале вы услышите и увидите, как ученики школы номер 7 города Якутска читают стихотворение об этом подвиге. Ах, война, что ж ты сделала подлая? Стали тихими наши дворы. Наши мальчики головы подняли, повзрослели они до поры. На пороге едва помаячили и ушли за солдатом солдат. До свидания, мальчики, мальчики, постарайтесь вернуться назад. Нет, не прячьтесь, вы будьте высокими, не жалейте ни пуль, ни гранат, и себя не щадите, и все-таки постарайтесь вернуться назад. Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут, жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Ткнулись канонады, в мире тишина, на большой земле однажды кончилась война. Будем жить, встречать рассветы, верить и любить. Только не забыть бы это, не забыть бы это, лишь бы не забыть. Как сходило солнце в гаре и кружилась мгла, а в реке меж берегами кровь вода текла. Были черными березы, долгими года, были выплаканы слезы, жаль не навсегда. Знак памяти сердечной по всей стране, от Волги до Карпат, в живых цветах и день, и ночь горят лучи родной звезды пятиконечной. Лучи летят, торжественные свято, чтоб встретиться в пожатии немом над прахом неизвестного солдата, что спит в земле перед седым Кремлем. И от лучей багровое, как знамя, весенним днем, фанфарами звеня, как символ славы, возгорелось пламя, святое пламя вечного огня. Скольким детям возвратили детство, подарили радость и весну, рядовой армии советской, люди, победившие войну. И в Берлине в праздничную дату был воздвигнут, чтоб стоять века, памятник советскому солдату с девочкой, спасенной на руках. Он стоит, как символ нашей славы, как маяк, светившийся во мгле. Это он, солдат моей державы, охраняет мир на всей земле. Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины, над ширью пашин и полей, и у берез, и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и пусть вам скажут их сыны, хотят ли русские войны? Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно видеть сны могли. Под шелест листьев и афиш. Ты спишь, Нью-Йорк, ты спишь, Париж. Пусть вам ответят ваши сны, хотят ли русские войны? Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю грустную свою. Спросите вы у матерей, спросите вы у жены своей, и тогда вы понять должны, хотят ли русские войны. Друзья, сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу, после которой мы в студии будем говорить о заслугах и подвигах бойцов студенческих отрядов. Оставайтесь с нами. Фабрика Дивайн. Новое поступление в Мебельдом и Диваны плюс кресло. Диваны плюс кресло на Пекарского предлагает мягкую мебель от эконом до премиум класса от российских фабрик. Бүгін бияқы ылжытты каналары білсе, арын солын кім жені? Гриша. Алексей. Тугынан жараттан аны, Гриша? Я официант Киви Кейтеринг. Красиво накрываю на стол. Подаю вкусные блюда.
Kızın da kapsa derdim. Tuhmet biznesmenin olacağını kırardım. Pa diyen. Pa da pa. Красавчик. Далбар ходун. Саха жақтарын маанылах, ымылах, өрі дудар күнде ада. Далбар ходун эдерген кыз оғыттон, эрге сүттер кемче кейіттен, оғытун түйігер көтөх бүтиеттен, сенен сыллы ребеттен, үйнен сайдан тақсар. Суруттар далбар ходун суруналы. Инструменттерге сүйрбі біргіңі дері чәпчәті. Макеті перфоратор сәтті тұхынча 990 сылқуай. Оны да атын тұхынчатан тақса инструмент араға 220 вольт мағығынға. Жукускай корат строительный рынок үйсі тәс. А что здесь происходит? Министр экономики сейчас даст комментарий по... Цену на нефть? А вы откуда знаете? Не я, а российская газета. Российская газета. Расскажем главное. С вами вновь передача «Новый день». Мы работаем в прямом эфире. Но мы идем далее. На протяжении всего лета бойцы якутских студенческих отрядов работали во благо не только республики, но и всей страны. Сотни молодых и энергичных парней, а также девушек трудились на территории Якутии, так и в других регионах. Итоги летнего трудового семестра мы подведем вместе с руководителем Якутского регионального отделения молодежной общероссийской организации «Российские студенческие отряды» Айсеном Соловьевым. Айсен, доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, подводим итоги. Вот, если говорить о летнем трудовом семестре, сколько же всего бойцов было задействовано и в каких регионах они работали? В 2020 году, несмотря на пандемию, организовано трудоустройство студентов на 5212 рабочих мест по направлениям строительства, сельского хозяйства, организации педагогических отрядов, сервисного направления и других специальностей, которым обучаются студенты. Ну, 5012, более 5000, да, впечатляющие цифры, действительно, вот, несмотря на сложившуюся ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. Очень впечатляющие результаты. Вот, мы перечислили, да, вот, направления, в которых работали наши бойцы. Вот, в каких направлениях лучше всего себя проявили вот, представители вашего отделения? Ну, санитарно-педагогические нормы внесли некоторые коррективы в работу педагогических отрядов, закрыв работу детских лагерей, а также по части организации работы сервисных отрядов в гостиницах, ресторанах и кафе. Тем самым, дала возможность больше отработать по направлению строительства, промышленности и сельского хозяйства. В данных направлениях, допустим, по строительству была очень большая такая нехватка кадров в части строительства. И в связи с чем были привлечены порядка 500 бойцов студенческих отрядов для сферы строительства социальных объектов, жилых объектов и в том числе в реализации национальных проектов. Вот заговорили мы как раз о национальных проектах, да, мы знаем то, что среди всех этих перечисленных направлений ваши бойцы также работали вот по реализации именно национальных проектов. Вот расскажите об этом подробнее. Бойцы взаимодействуют с работодателями в сфере строительства, допустим, или дорожного строительства. Мы не смотрели, нигде не делали такой упор на вообще отношение к какому-либо проекту. Да? У нас перед нами стояла главная задача решить производственную задачу данного предприятия и в данной сфере. И, получается, отработали с каждым работодателем индивидуально, но также у нас был осенний сезон, и сейчас еще продолжается зимний сезон организации деятельности студенческих отрядов. Тут уже мы отрабатываем по тем приоритетным объектам, строительство, которые должно завершиться в ближайшее время. Айсен, у меня вот такой вопрос есть. Вот мы говорим о том, что у нас бойцы работают в разных направлениях, да? А как распределяются бойцы вот по этим направлениям? По желанию или же вот проводятся какие-то тесты? Да. Тут в зависимости от отряда и направления. Да? То есть, в основном на строителя идут те бойцы, те студенты, которые имеют понятие в строительстве. Да?
допустим, студент допустим, медицинского института не сможет так же работать, как студент строительного факультета. Да? То же самое и по другим направлениям. Но и в каждом направлении есть свои исключения, конечно, но и любой желающий, допустим, сможет работать в благоустройстве. Да? Допустим, кисточку сможет держать любой. Да? Топор, молоток и тому подобное. Тут в любом случае мы в первую очередь упираемся на категории специальности, на их компетенции, квалификацию и вместе, конечно же, с этим, с тандемом на желание самого бойца, где он хочет работать. Ну, конечно, есть исключения, но в основном, как и в любом другом деле, нужны специальные знания, да? А вот если говорить о преимуществах работы бойцом студенческих отрядов, конечно же, это работа, польза республике, стране, да, общение с людьми, а вот в студенческой жизни какие еще преимущества? Ну, как ветераны движения студенческих отрядов всегда отзываются, движение студенческих отрядов – это школа жизни. Она дает очень колоссальный такой масштабный такой опыт вообще по организации деятельности коллектива, по взаимодействию со своими товарищами и тому подобное. Но вместе с этим дает опыт по части квалификации, по части компетенций. Они повышаются. Работая в студенческом отряде, боец, студент может получить корочку, допустим, плотника, штукатура, маляра и тому подобное. Да? И эта корочка как раз-таки ему остается навсегда. И до конца жизни, получается, этот опыт, который он получил в студенческом отряде, может использовать у себя, допустим, в строительстве своего дома. Ну, действительно, приятные и, главное, полезные бонусы, да? Я уверен, что наш эфир сейчас смотрит множество молодых людей, которые в скором времени станут студентами или же уже являются студентами, но не знали, например, вдруг про студенческие отряды. Как же стать частью вашей дружной команды? Стать членом движения студенческого отряда достаточно очень просто. В Инстаграм-аккаунте rso.ekt можете нас найти, подписаться и написать. Мы обязательно вам ответим и направим в соответствующее направление для соответствующих работ. Вместе с этим можете написать на почту ekt_rso@mail.ru или в платформе 2GIS Якутское региональное отделение Российские студенческие отряды. Ну, найти в социальных сетях на самом деле несложная задача. Да. Ну, и остается совсем немного времени. И вот напоследок, в 2021 году какие задачи стоят перед вашим отделением? В 2021 году у нас стоят реализация таких масштабных наших проектов. Это создание видеоконтента, создание мультиформатного пространства студенческих отрядов и многое другое. А по части организации студенческих отрядов это повышение компетенций и расширение направлений деятельности студенческих отрядов и развитие. Ну что ж, Айсен, благодарим вас за то, что нашли время и посетили нашу студию. Подвели мы итоги работы российских студенческих отрядов. У нас в гостях был руководитель Якутского регионального отделения Айсен Соловьев. Желаем вам удачи в завершении этого сезона. Ну а мы, дорогие телезрители, прощаемся на этом с вами. Надеемся, вам было интересно и вас ждет сегодня очень успешный день. Эфир продолжат Санга Кюн и мои коллеги. Оставайтесь с нами.